Во-первых, это возобновление, можно сказать, приграничного сообщения моторо-вагонного, то есть пассажирского, значит, посредством электропоездов, электричек, так в простонародье, да, по-моему, с 12 или с 13 до 18 года курсировали электропоезда Адлер-Гагра. Но тогда это было на другом уровне все, в техническом плане. Во время пандемии по объективным причинам было прервано это сообщение. И сейчас оно возобновилось. Оно возобновилось уже на качественно ином, новом, высоком уровне с использованием современного подвижного состава, инновационного, высокотехнологичного. Это электропоезда фирмы Siemens. Лицензия в свое время была куплена РЖД, сейчас они производятся на компании Синара в Екатеринбурге. То есть это очень такой продвинутый подвижной состав, продвинутый в техническом плане. Работа по запуску первого поезда предшествовала работа большая, проведенная Абхазской железной дорогой со своими коллегами с РЖД. Там по полигонам курсирования предъявляются требования высокие, технические по напряжению, там должно быть стабильное водоснабжение по контактной сети. Одним словом, Абхазская железная дорога провела всю эту необходимую работу по техзаданию РЖД. И были ряд вопросов административных, связанных с контролем, пограничным контролем, прохождением его оперативным образом. Но эти вопросы, они до конца еще не решены, решаются российской стороной в последующем, в пути следования, чтобы все эти мероприятия досмотровые проводились. Вы говорили о технических соответствиях, к требованиям, которые предъявляются к таким поездам. Сложно было с этим? Вы говорили о, наверное, мощности контактной сети, и бесперебойности и так далее. Эту проблему как решили? У нас там две тяговые подстанции, которые задействованы. Это тяговая подстанция БЗИП и тяговая подстанция Цандридж. Были там профилактические ремонтные мероприятия, проведены со стороны службы энергоснабжения Абхазской железной дороги. Специально для этого, некоторое оборудование было отремонтировано, были восстановлены цепи межрельсовые, электрические. Это такие перемычки медные в местах стыковки рельсов. То есть весь этот участок от ПСО до БЗИБи была проведена такая работа. Фидеры, отсасывающие фидеры, так называемые, были приведены в нормативное состояние. Укреплены опоры некоторые, и некоторая работа по геометрии контактной сети была проведена. Объем работы большой, провели по очистке габарита, потому что «Ласточка», она шире, чем те электропоезда, которые, То есть вдоль путей расчищали эти места, вдоль путей, там требование такое, вдоль путей по 5 метров от каждого рельса в сторону был очищен габарит от растительности, от деревьев. Эти работы, кстати, они продолжаются, мы их не останавливаем, мы хотим довести до идеала, если можно так сказать, этот участок у нас Гагра-Псоу. Сами пути тоже. Всегда же там так медленно поезда ездили. «Ласточка», как я понимаю, это такой достаточно скоростной поезд. И как это сочетается? Пути, кстати, мы проводим очень большую работу. За последние 2 года мы провели очень большую работу по приведению в нормативное состояние. Последний путеизмеритель, крайний, который в мае месяце заходил, он впервые показал оценку «хорошо». То есть у нас на дистанции 101 километр, 50 километров находится в отличном состоянии. То есть оценка отличная. Этот участок у нас он находится в хорошем состоянии. Там скорости 60 км в час допустимые на перегоне Гагра-Цандридж. Электричка будет с Цандриджа до Гагры доезжать за чуть меньше 20 минут. Отлично. То есть я думаю, это нормальное время в пути. А вообще весь отрезок до Гагры, с какой скоростью поезд будет идти? Понятно, возможно, он будет менять, 60 километров в час. 60, да, 60 километров в час, да. Вообще он считается, этот электропоезд считается скоростным или он просто комфортный? В чем его, скажем так, фишка?
Ну, у него скорость конструктивная 160 километров в час. В России на некоторых участках они курсируют со скоростью 120, Мгм. 140 километров в час. Он достаточно высокие скорости развивает. Но другое дело, ему здесь у нас пока разогнаться негде. И если это в будущем, на втором этапе, когда мы будем проводить работы для того, чтобы продлить полигон курсирования этого электропоезда до станции Сухом, тогда, значит, там надо будет огораживать некоторые участки, чтобы скотина не выходила на пути. Ну, можно там сделать на некоторых участках скорость, там, установить ее в районе 80, до 100 километров в час на некую в перспективе. Можно будет, есть такая возможность, есть прямые участки. Да, вот в сообщении на АЖД говорилось о том, что после Гагры будут стараться, чтобы электропоезд доходил до Сухума. Вот в какой период вы планируете, скажем так, решить эту задачу? Ой, вы знаете, есть такие у нас планы, да. Мы будем над этим работать. Но в данный момент у нас задача все-таки обеспечить бесперебойную его работу на том участке, на котором он сейчас начинает курсировать. А что, такие проблемы там в бесперебойности? Проблем нету. Но надо обеспечить. Нужен опыт, правильно? Ну, Вы да, же пока конечно. не понимаете, есть проблемы или нет. У вас это все начало ходить вчера. Вы должны, значит, устойчивым образом набрать опыт, посмотреть, как это все будет в реальности. Есть там проблемы или нет, мы не можем сказать. Это все покажет его эксплуатация на данном участке. Правильно? Надо же идти как бы последовательно, от простого к сложному. Да, конечно, Да. пока трудно сказать, Вот да, мы из опыта таким исходить. образом, да, самое главное взять сначала уже то, что есть, надо это ценить и понимать, что это для Абхазии, в принципе, для транспорта Абхазии, это такое эпохальное событие в жизни, да, значит, Абхазии. То есть это уже говорит об уровне Абхазской железной дороги, некотором уровне. И надо понимать, что это все очень сложно дается. Это не просто так все, потому что это очень дорогой подвижной состав. Они очень много стоят денег. Один электропоезд стоит там порядка около 500 миллионов рублей, да, там в зависимости от его составности. Надо как бы эту историю развивать бережно и не спеша, наверное, так? Как прогнозируете вы, востребован этот поезд будет так же, как, допустим, вот этот автомобильный транспорт, или он даже может лучше показать себя в отношении того, что люди захотят именно вот этим поездом пребывать и так далее? За счет его комфорта и скорости. Я думаю, в летние периоды времени его загрузка будет находиться на уровне 90%. Это июнь, июль, август. Скорее всего, да. Мы на это рассчитываем. Потому что известные у нас проблемы есть по пересечению границы в летний период, когда люди вынуждены простаивать большое количество времени в очередях на КПП ПСО. Я думаю, этот поезд позволит решить эти вопросы. Потом очень важна интермодальность его, потому что у него расписание таким образом устроено, что он прибывает в аэропорт 2 раза в день, он прибывает в аэропорт непосредственно в пункт приема поездов, который расположен в аэропорту города Адлера. Угу. То есть он заходит очень в аэропорт, удобно. Да, вы можете доехать до Гагры, сесть, в этот электропоезд. И там буквально через 1,5 часа вы будете уже в аэропорту города Адлера. Удобно. Вы говорили, что сейчас решаются какие-то вопросы, связанные с пограничным контролем. Что там конкретно, какие там сложности? Раньше, я помню, заходили прям в поезда, в электрички, проверяли у людей документы. Каким образом сейчас это работает? Паспортный контроль, допустим, будет проводиться. То есть люди будут выходить или внутри? Да, я понял вас. Вопрос ваш, он упирается в нормативные акты, да, в том числе Российской Федерации. То есть для того, чтобы
мы ставим цель какую? Чтобы он не простаивал на границе этот поезд или простаивал под вот этими трансграничными операциями досмотровыми как можно меньшее количество времени. Ну да. Но есть идея такая, производить досмотр документов службами соответствующими в пути следования его. То есть даже не на остановке. Да, то есть не на остановке, а в пути следования. Для удобства, конечно, И, это было. да, это было бы, да, очень удобно, но для этого необходимо провести дооборудование там на пунктах посадки пассажиров. Видимо, необходимо увеличить штат работников, которые занимаются этими вопросами на границах с обеих сторон. Но есть вопросы, да, которые сейчас решаются. Решает их российская сторона, потому что это больше, эта проблематика больше ихняя, чем с нашей стороны как-то все можно решить проще. Понятно, да. То есть сейчас поезд курсирует уже регулярно? Да, 2 рейса в сутки. А как сейчас Утром, проходит вечером. Паспортный контроль? Сейчас люди, наверное, выходят, и пока так? Да, полчаса там с нашей стороны, там, по-моему, минут 30-40 с их стороны. Ну и, конечно же, вот мы говорили о том, что хорошо было бы до Сухума, но вообще хорошо было бы там до Очимчира и дальше. Понятно, что это сложно, вот каждый шаг за шагом, что это действительно большое достижение для Абхазской железной дороги, но тем не менее всегда же хочется помечтать, да, о том, что будет еще лучше. То есть эта работа будет проводиться, и не будете останавливаться на достигнутом. Конечная задача, значит, сделать так, чтобы связать Сухум, Сочи между собой, значит, вот пассажирское движение, чтобы осуществлялось в том числе электропоездом «Ласточка». Задача стоит таким образом, но она реализуется поэтапно. 2 этапа. Первый до Гагры, второй этап до Сухума. А наша восточная часть? Восточная часть, к сожалению, не электрифицирована. То есть у нас контактная сеть, она до Сухума, до станции Сухум, дальше ее в свое время известным образом демонтировали. И восстановление ее — это уже другая история, сложная очень история для нас. В принципе, есть такие наработки, что в случае запуска аэропорта Сухумского, то связать 2 аэропорта, значит, «Ласточка» между собой. Адлерский и Сухумский. Круто было бы, конечно. Но это требует больших инвестиций. Это уже история такая, она должна на таком межгосударственном уровне решаться.